Утро пятницы для Рабии Измайловой выдалось волнительным. Предстоящий экзамен она уже сдавала в прошлом году. Правда, набранных ею баллов оказалось недостаточно для поступления в выбранный вуз, поэтому девушка решила вновь попытать свое счастье. Настроена Рабия решительно, тратить время на борьбу с волнением не будет. Планирует сразу приступить к выполнению заданий. Этим экзаменом я готовилась очень активно, старалась. Я знала, где у меня были ошибки, где я неправильно все сделала. И несмотря на все это, я смогу сдать экзамен и поступлю с помощью Всевышнего там, где хочу. В числе сдающих ЕГЭ выпускники прошлых лет, а также спортсмены и участники Олимпиады, которые не смогут прийти на экзамен в основную волну. В пункте проведения итога аттестации номер 411, старту досрочного этапа все готово. Камеры, рамки металлоискателя, мониторы и организаторы. Каких-либо нарушений общественные наблюдатели пока не фиксировали. У нас проходит регистрация в входе. Нет особо таких проблем с участниками, нет, так как они в прошлом году сдавали и знают, что можно занести, а что нельзя. Также сами без чьей-то помощи отдают свои телефоны. Мы проверили организаторов и всех членов ГЭФ, всех, кто находится в штабе, по наличию телефонов и всяких шпаргалок по нашему предмету. Организаторы знают, что им делать, и у них нет ничего такого, чтобы мы к ним имели какие-то претензии. В этом году бланки с заданиями впервые будут печататься прямо в аудиториях. Рособорнадзор уже опробировал эту технологию в школах страны и нашей республики. В пункты проведения ЕГЭ уже доставили электронные носители, которые позволят полностью исключить возможность искажения результатов экзамена. Эти диски зашифрованные и без токена члена ГЭК они практически ничего не показывают. И пароль нам только 8:30 утром мы получаем с федерального портала сам пароль. Впрочем, нововведения участников ЕГЭ нисколько не пугают. О том, что сдающими единый государственный экзамен стоит рассчитывать только на свои знания, Рашид Межоев убедился лично. В прошлом году итоговую аттестацию по русскому языку молодой человек пройти не смог. Зато теперь к пересдаче подготовился основательно. Когда мы учились, мне казалось, что это будет как-то легко, не будет такой сложности. Но уже когда оказались на самом экзамене, уже мы поняли, что все на самом деле серьезно, что надо готовиться. Поэтому настрой был у меня серьезный, но я немножко волнуюсь, если честно. Удастся ли участникам досрочного этапа ЕГЭ сдать экзамен по русскому языку, покажет время. А пока любой желающий может стать общественным наблюдателем и лично следить за ходом экзамена на любом пункте его проведения в любом городе страны. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте смотриегэ.ру и получить доступ к онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения, расположенных в каждой аудитории пункта. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.